Сейчас расскажем о работе оперативного штаба. Напомню, он создан в правительстве по поручению главы региона на время священного месяца Рамадан. Задача дежурных – в круглосуточном режиме отслеживать сигналы, поступающие от жителей республики. Все проблемы, связанные с энерго-, водо-, газоснабжением, должны решаться незамедлительно. Зарема Ивлоева выехала на место. Ежегодно в месяц Рамадан при правительстве Ингушетии создается оперативный штаб. Круглосуточно на телефонные звонки жителей отвечают 3 специалиста, курирующие вопросы газа, электро- и водоснабжения. Если с газом в летнее время проблем не так много, то воду и свет периодически отключают. Тут-то и начинается шквал обращений. Работники штаба отвечают на все звонки и стараются максимально быстро решить проблемы. За последнюю неделю в общем итоге было по свету около 30 заявок, точнее звонков, а по воде около 40 и газу около 15. По словам дежурного, больше всего звонков поступает из Назрановского района. Чаще всего на перебой электричества влияет непогода. То сильные дожди, то ветры выводят линии из строя. А если погода солнечная и столбики термометра поднимаются выше 25 градусов, то значит в некоторых населенных пунктах не будет хватать воды. По каждому вопросу дежурные штаба обзванивают компетентные органы. Рамзан, у нас, значит, оперативного штаба заявка, что по 16-му фидеру ТП-16-3 нет одной фазы. Все, в РЭС, и чтобы срочно выехала бригада оперативная. Отключение света в центральном районе Назрани. Сигнал принят и передан в РЭС. Отсюда заявка поступает к бригаде электромонтеров. Их можно назвать скорой помощью, которая всегда спешит стабилизировать ситуацию. За последние 2-3 дня была масса звонков. Данные звонки были связаны с погодными условиями на территории Республики Ингушетия. Прошли ливневые дожди. Естественно, оборудование старое, эксплуатирующее, сети ветхие. Естественно, при попадении влаги уходит из строя как трансформаторные пункты, так и линии электропередач. Но каждая заявка в оперативном режиме в течение 5 минут до часу-двух устраняется своевременно. А тем временем оперативно-выездная бригада уже на месте. Работа электромонтера самая сложная и самая ответственная в этой цепи. Ремонтные работы нужно завершить как можно скорее и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. В данный момент ООБ аварийно-выездная бригада выехала на фидер 16. У нас произошло чрезвычайное положение. Громоразрядники на ТП были повреждены. Вот у нас оба бригада выехала сейчас, включая мастера меня. Выехали на ремонт. В данный момент производим ремонт ТП по фидеру 16. Полчаса работы мастеров своего дела, и лампочки в домах жителей Назрани снова горят. Деятельность оперативного штаба продлится до 17 июня, обратиться в который можно в любое время суток по номеру 55 14 23. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.